«9 сентября на территории республики состоялся и единый день голосования. Регион занял второе место по Дальневосточному федеральному округу по явке, уступив лишь Чукотскому автономному округу. Явка на выборах этого года составила 50,71%. Для сравнения, в выборах 2013 года, когда республика выбирала народных депутатов, участие в голосовании приняли 45,49% избирателей. А вот в 2014 году на выборы Илдархана пришли 52,75% жителей республики, имеющих право на голос. В этом году активность избирателей обусловлена тем, что выборы были многоуровневыми. Досрочно избирался глава республики, менялся Ил-Тумен, Якутск выбирал нового мэра. Кстати, именно результатов этих выборов люди ждали с особым интересом. Многие муниципалитеты также избирали глав районов и поселения, депутатов. Жители города Якутска получали на руки по 6 бюллетеней. Участковые комиссии привозят в отдельном спакованном мешке, туда вложены бюллетени, отдельно привозят папку с документами и итоговый протокол именно по одномандатному выбору депутата Ил-Тумен. Сюда приходят заместители председателей участковых комиссий, а сам председатель и секретарь комиссии идут сдавать документы в ТИК на 3-й этаж. После этого, как здесь заместитель сдается, он поднимается к своей комиссии, к председателю, и вместе все 6 протоколов уходят на проверку в Госвыборы. У всех было 6 бюллетеней, все будут сдаваться в одинаковой процедуре. Просто у КАИВов идет подсчет быстрее, и итоговый протокол выходит быстрее. Однако при вскрытии урны все точно так же нужно раскладывать по видам бюллетеней. Сейчас мы на 3-м этаже в малом зале администрации города Якутска, и здесь Якутская городская территориальная избирательная комиссия ведет приемку документов у участковых комиссий. Те 5 бюллетеней и 5 протоколов, которые не сдают на 2-м этаже. Я вам честно скажу, легче всего подсчитывать выборы, когда один бюллетень. А когда, и неважно на какой уровень они идут, а когда 6 бюллетеней, мы же комплексно работаем, у нас нет чего. Просто есть приоритеты при подсчете голосов, при оформлении документов. Сначала мы выбираем себе республиканские выборы, потом занимаемся городскими. И также в республиканских главенствуют выборы Илдархана, потом Ил-Тумена, потом переходим к глава городского округа города Якутска, потом городские депутаты. Я не помню такого в истории нашей республики, в истории нашего города, чтобы мы одновременно проводили столько выборов одновременно. Все случилось именно из-за назначения досрочных выборов. Планово мы избирали депутатов Ил-Тумен и депутатов городской думы. Их сроки полномочий истекали через 5 лет. Здесь сидят члены Якутской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые ведут прием документов у председателей и секретарей участковых избирательных комиссий. Участковые комиссии приезжают и когда сдают документы, я уже ранее говорил, что у нас документы все строгой отчетности, они сдают папку 1 и папку 2 на все уровни выборов. И поэтому, дабы упростить работу и приемку документов, усовершенствуем все время сам способ приема документов, чтобы быстрее отпустить участковые комиссии домой и самим потом быстрее отследить правильность, все ли есть, все ли в наличии присутствует. Полномочия избирательной комиссии истек в этом году, они были сформированы в 2013 году, срок полномочий их 5 лет, в этом году истек, и сформированы новые составы. Очень много к нам пришло молодежи в состав участковых комиссий, и нас это радует, потому что уже необходимо обладать определенными знаниями и умениями в области компьютерных технологий. Все протоколы формируются с помощью специального программного средства. Данные протоколов заносятся в
систему ГАС-выборы. Иногда многие недопонимают, им кажется, что территориальная комиссия как-то влияет на результаты. Мы абсолютно никак не влияем. Наша задача корректно внести данные, которые указаны в итоговых протоколах участковых избирательных комиссий. На территории города Якутска махинации невозможны. Самое последнее сдается. Им пришлось сегодня достаточно тяжело, наверное, на участках. Было очень много наблюдателей, очень много бюллетеней, избирателей, явка неплохая, там более 40%, я думаю, в целом по городу будет. А вот по нарушениям пока есть какие-либо? Нет, ну, жалоб, конечно, в адрес комиссии и заявлений было подано достаточно много, но в требованиях заявителей мы не нашли нарушений избирательного законодательства, поэтому было отказано в удовлетворении. В итоге Якутия сделала свой главный выбор. 71,41% проголосовавших поддержали Айсена Николаева. Он выиграл с огромным отрывом на выборах Илдархана. На втором месте лидер КПРФ Виктор Губарев – 12,04%. Далее идут член партии «Справедливая Россия» Владимир Богданов и лидер якутского отделения ЛДПР Гаврил Парахин. Что же касается парламента, то по всем 35 одномандатным округам выборы состоялись. Итоговые протоколы будут подписаны в пятницу. Но уже сейчас можно озвучить предварительные данные о том, сколько мандатов могут получить партии по спискам. «Единая Россия» – 20 мест, КПРФ – 7, «Справедливая Россия» – 5 и 3 места ЛДПР. И я поздравляю своих будущих коллег, тех депутатов, которые прошли в Государственном собрании ЛТУМЭН. Борьба была очень сложной, накаленной, я бы даже сказал. И я уверен в том, что, конечно же, победили сильнейшие в этой борьбе. Я благодарю от всей души всех избирателей Даркалакского округа избирательного, которые пришли 9 сентября на избирательные участки и отдали свои голоса за своих кандидатов. И, конечно же, в большей степени за тех избирателей, которые поверили мне и отдали свои голоса за меня. У нашей команды было не так много времени. Я принял решение баллотироваться в депутаты достаточно поздно, всего 1,5 месяца. И за эти, конечно же, эти дни и недели проделана колоссальная работа, в первую очередь нашим штабом, мной лично, моими соратниками, то есть проведено более 100 встреч с избирателями, обсуждены многие проблемные вопросы, и сейчас мы уже имеем костяк тех проблем, которые нужно решать в первую очередь с привязкой уже к местности, конкретным дворам, конкретным домам, конкретным горожанам. И мы, безусловно, этим будем заниматься немедленно, создавать систему, систему принятия решений по приоритетам и систему исполнения. На самом деле можно найти ресурсы для того, чтобы эти задачи все решить. Поэтому я благодарю всех тех моих соратников, всех сотрудников штаба, так скажем, которые совместно со мной работали на результат. Мы работали честно, без лжи, без провокаций. Мы не давали никаких популистских обещаний, которые невозможно выполнить в ближайшее время. То есть те проблемы, которые накапливались у нас в округе десятилетиями, их невозможно решить, конечно же, ни за одну неделю, ни за один месяц. Поэтому важно создать именно систему, которая будет побуждать тех центры ответственности, которые отвечают за решение этих задач, как говорится, по закону и по своему функционалу, должны работать более эффективно и более качественно. Тогда жизнь наших горожан, безусловно, станет лучше. В выборах мэра Якутска участвовали 9 кандидатов, представляющих 9 партий. Победу одержала Сардана Авксентьева. Она набрала 39,98% голосов. У ее главного оппонента Александра Савинова около 32%. По Якутской гордуме партийный расклад таков. «Единая Россия» набрала 33,41% голосов избирателей. КПРФ – 22,49%. «Справедливая Россия» – 20,66%. ЛДПР
ЛДПР 9,47%, Гражданская платформа 6,09%, а партия Родина не смогла преодолеть необходимый 5% рубеж. Таким образом, мандаты будут распределены между 5 партиями. Уважаемые избиратели Сельского округа номер 6, я благодарен за большое доверие, которое мне оказывало 9 сентября на выборах депутата Якутской городской думы. Ваши наказы постараюсь выполнить все, которые поступили по ходу встреч с организациями и своими избирателями. Я думаю, что будем активно участвовать в проектах «Комфортная городская среда», «Наружный бюджет», «Миллион цветов». Вы всегда активно участвуете, мои избиратели, и поэтому надеюсь на вашу поддержку, что мы будем работать на процветание родного города Якутска, как столица Республики Саха-Якутия. Благодарю избирателей Айонского одномандатного избирательного округа за то, что мне доверили быть вашим депутатом в Якутской городской думе уже 3-й раз. 3-й раз – это особая ответственность. Достаточно много сделано, но постоянно появляются иные задачи, и я не использую слово «проблемы». И необходимо их решать в совместной работе. И как депутат я предложу все свои знания, опыт, усилия, умение работать с разными людьми в сложных ситуациях, свою созидательную энергию для того, чтобы решать проблемы нашего Айонского округа. Кредом моей жизни является помогать людям, поэтому в юности я избрала профессию врача и считаю, что депутат обязан активно представлять интересы горожан и бороться за улучшение жизни в нашем городе. Я уверена, что город Якутск станет комфортным, современным, безбарьерным городом, где каждый сможет реализовать свои возможности и каждый должен быть востребован. Якутия вперед! Во всех округах городского округа город Якутск состоялись выборы по одномандатным округам. Среди них по партиям 11 победителей от «Единой России», 2 самовыдвиженца, от «Справедливой России» 1 человек и 1 человек от Гражданской платформы. Горожане выразили свою гражданскую позицию, выбрали главу республики, 9 народных депутатов от городского округа город Якутска в Государственное собрание Илтумен, мэра Якутска и 30 депутатов Якутской городской думы. Выборы состоялись, они прошли открыто и легитимно.